Губернатор Синьцзяня заявил, что в лагерях перевоспитания ничьи свободы не ущемляются. Тем временем, накануне митингов оппозиции в Казахстане задерживают гражданских активистов, в том числе и тех, кто требует свободы для узников Синьцзяня. Вы меня не трогайте, я хочу пойти возложить цветы. Они придут и тронут меня, я поэтому уже не знаю, куда обращаться. В Санкт-Петербурге огласили приговор обвиняемым по делу о теракте в метро, в котором погибли 16 человек. Длительные тюремные сроки и пожизненные заключения. Эксклюзивное интервью Акрама Абдукахора с лидером узбекской оппозиции, поэтом и диссидентом Мухаммадом Салихом о родине, о власти, о творчестве и борьбе. Пусть это будет режим Каримова или Мирзияева. Я буду бороться до тех пор, пока этот режим существует в Узбекистане. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азии». В бишкекской студии я, Дарья Тимофеева. Здравствуйте. Губернатор китайской провинции Синьцзянь Шохрат Закир дал пресс-конференцию в Пекине, во время которой назвал ложными сообщения о том, что в лагерях перевоспитания удерживается от 1 до 2 миллионов человек, преимущественно представителей мусульман-уйгуров. Власти Китая отвергают информацию о плохом обращении с уйгурами. Существование учреждений, которые правозащитники характеризуют как лагеря для интернированных, Пекин поначалу отрицал. Однако позднее признал существование учреждений, которые назвал центрами профессионального обучения, созданными в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом. Официальных цифр по количеству отправленных в эти лагеря власти Китая не приводят. Закир заявил, что зарубежные оценки являются чистым вымыслом. Недавно одобренный Конгрессом США законопроект, содержащий критику в адрес Пекина за грубые нарушения прав человека в Синьцзяне, Закир осудил и назвал его серьезным нарушением норм международного права и грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которые мы приняли в Синьцзяне, совершенно не отличаются от тех, которые введены во многих странах мира, включая США. Мы полагаем, что в Соединенных Штатах должны отказаться от идеологических предрассудков и двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В Казахстане в канун митингов ко Дню независимости снова задерживают активистов. Выйти на акции протеста ранее призывал лидер запрещенного в стране движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов. В 2 главных городах Алматы и Нур-Султане превентивно уже задержаны по меньшей мере 6 человек. Сегодня в столичный департамент полиции пришли активисты, которым тоже может грозить либо штраф, либо административный арест. Они уверены, так власти пытаются лишить их возможности принять участие в митинге 16 декабря. Шолпан Оразбекова с подробностями. За неделю до Дня независимости Казахстана снова начались задержания активистов. 3 человека в столице уже привлечены к административному аресту на 10 и 15 суток. Еще 3 в настоящее время судят в Алматы. Сегодня активисты собрались в здании полиции Нур-Султана, чтобы потребовать у силовиков объяснений. Нарушение общественного порядка. Когда мы пришли, Нарушение общественного порядка. До 16-го Здесь задерживать не нарушать. будут. Почему вчера Гульмиру Калыкову посадили на 10 суток? Почему Марата Мусабаева посадили на 15 суток? Почему Галию посадили на 10 суток? Малыбаев нам тот раз здесь сказал. Сотрудники органов на вопросы возмущенных активистов отвечать не стали. Сослались на тайну следствия и попросили покинуть здание. Вы препятствуете гражданам проходить сюда, Мы пришли с проблемой. получать свои законные услуги, которые они могут получить. Между тем, собравшиеся уверены, даже если их сейчас не задерживают, то это обязательно произойдет в ближайшие дни. Получается, что мы ДВКшники. Нас обвиняют, якобы мы ДВКшники, и поэтому привлекают. Эти обвинения незаконны, а нас все равно обвиняют и запугивают 10 сутками ареста. Мы пришли требовать, чтобы не использовали обвинения как участие в ДВК. Мы сами выходим на митинг. Нам нужна свобода. Гражданская активистка Салтанат Тулигенова не скрывает. 16 декабря у нее в планах почтить память погибших во время беспорядков в Жаназене сограждан. Однако женщина подозревает, что даже на возложение цветов к памятнику ее не пустит полиция. Я хочу возложить цветы. Я же имею на это право. Я 7 числа пришла к Добенову, я сказала, вы меня не трогайте. Я хочу пойти возложить цветы. Они придут и тронут меня. Я поэтому уже не знаю, куда обращаться. Я 6 раз была привлечена, 6 раз эти допросы Добенов проводил. Непонятно что. Напомню, ранее опальный политик Мухтар Аблязов призывал казахстанцев снова выйти на митинги в нескольких городах Казахстана. На этот раз акции протеста будут посвящены жертвам беспорядков в Жанаузене. Шолпан Оразбекова, Ганизат Оспанов и Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан.
Второй Западный окружной военный суд сегодня признал виновными в организации финансирования теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года более десятка человек, в основном уроженцев Кыргызстана и Узбекистана. На суде побывал наш корреспондент Антон Гуськов. Антон, привет. Расскажи, пожалуйста, подробнее о приговорах обвиняемым. Да, Дарья, привет. Аброра Азимова суд приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Его брата Акрама к 28 годам колонии строгого режима. Обвинение назвало их организаторами теракта в метро. Еще 9 человек получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Единственная женщина среди подсудимых – Шахиста Каримова. Сегодня она получила 20 лет тюрьмы за то, что одолжила свой телефон Аброру Азимову, чтобы он вставил свою сим-карту и активировал мессенджер WhatsApp. По утверждению стороны обвинения, Каримова виновна, поскольку обеспечила организатора теракта Аброра Азимова связью. После оглашения приговора Шахиста расплакалась и сполна дала волю эмоциям. Она громко кричала, это было похоже на нервный срыв. После этого и остальные подсудимые стали биться о стены клетки, где они находились. Также они кричали, что в их лице, цитата, «поймали козла отпущения». Мать одного из подсудимых, уходя из зала суда, выкрикнула, что, по ее мнению, цитата, «никакого правосудия в России нет». Также она пообещала проклинать ФСБ. С самого начала процесса подсудимые заявили о своей невиновности. По их словам, дело сфабриковано, а оружие, боеприпасы и другие улики им были подброшены. Дарья? Антон, а что говорят адвокаты? Будет ли обжалование приговора? Дарья, да, адвокаты подсудимых после оглашения приговора заявили, что будут его обжаловать. По их словам, они готовы дойти даже до Европейского суда по правам человека. Своих подзащитных они считают невиновными и обращают внимание, что первоначальные признательные показания были получены под пытками, а в уголовном деле слишком много неясностей и нестыковок. Подробнее об этом я предлагаю посмотреть далее в моем сюжете. 3 апреля 2017 года, Петербург, станция метро Сенная площадь. В последние секунды в вагоны торопливо забегают опаздывающие пассажиры. Через 20 секунд после отправления поезда станцию заволакивает густой дым из тоннеля. Еще через минуту с небольшим этот же состав прибывает на следующую станцию Технологический институт. В одном из вагонов выбиты все окна, выворочены двери, погасло освещение. Взрыв унес жизни 16 человек, более 100 пострадали. Исполнителем теракта Следственный комитет назвал 22-летнего Акбаржона Джалилова. За 2 часа 20 минут до взрыва он прошел через турникеты станции Академическая с рюкзаком и большой сумкой в руках. А после, судя по записям с камер наблюдения, как минимум 14 раз перемещался между разными станциями подземки. По данным СК, Джалилов был членом одной из террористических организаций, прошел подготовку в Сирии и погиб во время взрыва. На скамье подсудимых оказались 11 выходцев из Центральной Азии. 7 из них до задержания жили в квартире в доме на Товарищеском проспекте в Петербурге. Ее жильцы сами пришли в полицию и сообщили о пропаже соседа по квартире. Пригласили домой сотрудников полиции, которые пришли, осмотрели квартиру, сделали фотофиксацию и ушли. И через несколько часов заходят сотрудники ФСБ и находят там самодельное взрывное устройство. По версии следствия, такая же бомба была у смертника Джалилова, а теракт в метро готовился именно в квартире на Товарищеском проспекте. Об этом, как уточняется в обвинительном заключении, правоохранительные органы сообщил неустановленный мужчина по имени Петр. Но подсудимые в ходе процесса не раз заявляли, что бомбу и другие улики им подбросили. Если бы он виновен был, если бы дома было это проклятая вот эта бомба, он бы сам пришел в полицию и заявил свой адрес? Никогда бы. Братьев Азимовых обвинение назвало организаторами теракта. О задержании Аброра Азимова ФСБ отчиталось спустя 2 недели после теракта в петербургском метро. Но эти кадры оперативной съемки его родственники назвали смонтированной постановкой. Судите сами. Сначала задержанного валят на землю, дальше идут две склейки, значит, съемка могла прерываться. И только после возможной паузы у Азимова оперативники находят оружие. Если внимательно видео смотреть, это уже явно видно, что это подстава.
изначально подходит сзади, что-то вкладывает, потом видео режут, потом обратно там. Если смотреть внимательно, это заметно. Но он не мог такое делать. Акрама Азимова, по официальной информации, задержали на остановке общественного транспорта в Новой Москве. Судя по кадрам оперативной съемки, эта силовая операция не была для него неожиданностью. За секунду до задержания он сидит, склонив голову и засунув руки в карман. А когда к нему подбегают сотрудники ФСБ, почему-то никак на них не реагирует. При этом в поясной сумке у него лежит граната. Сами братья Азимовы утверждают, что признание у них 2 недели выбивали в неизвестном подвале. Вот они задают вопрос, не дожидаясь ответа, начинают потом. И я должен прокричать ответ на этот вопрос. Защитники подсудимых обращают внимание, что в деле слишком много нестыковок. Поэтому даже несмотря на приговор, ставить точку в деле о теракте в петербургском метро, возможно, еще рано. Антон Гуськов, Александр Глебов. Настоящее время. Петербург. В парламенте Кыргызстана ознакомились с заключением комиссии по событиям 7-8 августа в селе Койташ. Напомню, в те дни силовики штурмовали дом бывшего президента Атамбаева в его родном селе. Бывший лидер страны отказывался приходить на допрос, так как считал, что его лишили статуса экс-президента незаконно. Теперь Атамбаева вызывают на психиатрическую экспертизу. Джибек Бегалиева побывала на заседании. Новость о том, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев должен пройти психиатрическую экспертизу, появилась накануне. А уже сегодня стало известно, что врачи действительно приезжали в изолятор ГКНБ, но Атамбаев от экспертизы отказался. По словам его ближайшей соратницы, депутата парламента Асель Кудурановой, это стандартная процедура, которую она тоже прошла. Требования Уголовно-процессуального кодекса есть такое, что когда обвиняются по тяжких преступлениях, проводят такую экспертизу. Вчера экс-президент Атамбаев отказался. Он изначально же говорил, что он отказывается со следствием. Алмазбек Атамбаев и его соратники обвиняются в захвате заложников и организации массовых беспорядков в Койташе, когда во время штурма его дома погиб спецназовец. Пока МВД ведет следствие, свою оценку августовским событиям должна дать специальная комиссия. В нее вошли эксперты, гражданские активисты и члены правительства. Я думаю так. Работа комиссии была исключительно выстроена на тех правилах, как оно нужно делать. Это во-первых. Во-вторых, комиссия работала гласно. Но с вице-премьером не согласна одна из членов комиссии Клара Соронкулова, которую не позвали на самые первые заседания. Она раскритиковала их заключение, а сегодняшний документ все же подписала, но с оговоркой. При этом никто из членов комиссии не захотел встречаться с Алмазбеком Атамбаевым. Экс-президент, экс-руководитель государства, когда там начинает парламент обзывать какими только не словами, когда в первую очередь мы пригласили, мы решили встретиться, он сказал, там, я не признаю эту комиссию, я не признаю этот суд. Почему мы должны ходить? Правозащитница Чолпон Джакупова, которая с самого начала следила за работой комиссии, говорит, что за то, что во время штурма дома бывшего президента погиб человек, должны ответить и силовики. Хорошо, Атамбаев виноват, разговора нет. Но эта же операция кем-то планировалась? Кто стоял во главе вот этого бездарного планирования этой операции? Хоть одна фамилия была названа в заключении госкомиссии? Нет. Вопросов к тем, кто руководил задержанием Атамбаева, у Джакуповой много, но объясняться с ней или с журналистами главы правоохранительных структур не хотят. Я сказал после сессии. Как вы сами оцениваете? После сессии. Хорошо или как прошло? После сессии. В документе говорится, что силовики работали по закону, а ответственность за события, которые произошли в селе Койташ, целиком и полностью лежат на Алмазбеке Атамбаеве. Документ этот будет обсуждаться на общем заседании парламента на этой неделе. Законодательство России не противоречит подключению систем денежных переводов к Национальному процессинговому центру Нацбанка Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ в ответ на запрос радио «Зоди». Я напомню, что НПЦ по денежным переводам создан при Нацбанке Таджикистана и запущен 3 декабря. Согласно условиям его работы, российские и международные системы должны открыть корреспондентские счета в Нацбанке, и переводы будут осуществляться только при наличии на них средств. До этого системы денежных переводов работали напрямую с коммерческими банками Таджикистана без участия регулятора. Ранее операторы платежных систем, в частности «Золотой короны», утверждали, что введенный Таджикистаном новый механизм вступает в конфликт с российским законом о национальной платежной системе. НПЦ предполагает наличие второго расчетного центра, в качестве которого выступает Национальный банк Таджикистана.
Президент Узбекистана предложил закрепить порядок обязательной видеосъемки при задержании граждан, разъяснении им процессуальных прав и отказе задержанных лиц от адвокатов. Об этом Шавкат Мирзияев заявил в своем выступлении по случаю 27-й годовщины Конституции страны. Ранее законом было предписано осуществлять видеозапись процесса обыска, показаний на месте преступления и следственных экспериментов. Теперь, по словам президента, это должно быть применено и к процессу задержания лиц. В своей речи глава государства отметил, что родственники задержанного должны быть сразу же проинформированы о его пребывании в специальном помещении. Президент предложил закрепить это положение в законе как обязанность дознавателя, следователя или другого уполномоченного лица. 20 декабря этого года символу узбекистанского оппозиционного движения Мухаммаду Салиху исполняется 70 лет. Ровно половину жизни Салих посвятил политике. Сначала выступил против коммунистов, потом противостоял узбекскому диктатору Исламу Каримову. Мухаммад Салих в начале перестройки стоял у истоков движения «Берлик» – «Единство». Потом создал партию «Эрк» – «Свобода», первое официально зарегистрированное политобъединение в Узбекистане. Участвовал в первых президентских выборах, был единственным соперником тогдашнего секретаря Узбекской ССР Ислама Каримова. По подсчетам независимых наблюдателей, Салих большинством голосов выиграл те выборы. Но Ислам Каримов власть не отдал. Расстрелял оппозиционный митинг, закрыл независимые СМИ и начал преследование оппозиции. Ровно через год на Мухаммада Салиха завели уголовное дело. В апреле 1993-го ему удалось бежать из Узбекистана. С того момента до сегодняшнего дня лидер оппозиции живет за рубежом. Накануне Мухаммад Салих посетил наш пражский офис. Мы воспользовались случаем и поговорили с ним о родине, о власти, о творчестве и о борьбе. С ним побеседовал Акрам Абдукахор. Здравствуйте, господин Салих. Вам скоро будет 70, с чем я вас поздравляю. Не чувствуете ли вы усталость от оппозиционной деятельности? Нет, не чувствую. Потому что там ситуация, которая нас привела к оппозиции, не изменилась. Поэтому усталости нет. Что для вас важнее, процесс или результат? Мне важен процесс, потому что результат от меня не зависит. В процессе я должен работать честно и до конца. Если процесс, к чему вы идете так долго, в течение уже 3 десятков лет, какая у вас конечная цель? Моя цель – бороться против антидемократичных режимов. Пусть это будет режим Каримова или Мирзияева. Я буду бороться до тех пор, пока этот режим существует в Узбекистане. Я считаю, что успех – это от Аллаха, а работать – это наше дело. Не кажется ли вам, что народное движение Узбекистана, которое вы возглавляете, не вызывает симпатии у узбекистанской молодежи? Почему, как мне кажется, среди активистов нет молодых лидеров? Я не думаю так, потому что мне пишут очень много молодых людей, которые симпатизируют нам. Другое дело, знает ли об этом общественность, это, конечно, уже вопрос техники. Если бы мы не имели поддержку, если бы Мирзияев не знал, какой потенциал у нас в смысле поддержки, он бы пустил нас. Он боится, потому что есть люди, которые нас поддерживают. Вы в первые 2 года президентства Мирзияева как-то воздерживались от критики, но в последнее время вы чаще стали критиковать действующего президента. Чем отличается Шавкат Мирзияев от своего предшественника? Я не критиковал 3 года, и не только молчанием, но и своими выступлениями по зарубежным радиостанциям. Я выражал свою надежду, что он все-таки не повторит тот опыт, который мы пережили во время каримовского правления. 3 года были потрачены на популизм, на популизм. Сейчас Мирзияев стал популистом просто, каримовского толка. И никакой изменения в политической сфере у него нет. А согласны ли вы с бытующим в Узбекистане мнением, что у Мирзияева нет той полноты власти, которой был у Каримова, и это препятствует реализации его реформ, и от этого он больше
уходит в сторону популизма, чем к практике? Может быть, есть в этом доводе какая-то доля правды, но это не оправдывает деятельность как президента, мирзияевскую деятельность, потому что он должен быть полновластным президентом. И никакая мафия, никакой Инаятов или бывшие КГБшники не должны влиять на проведение полновластной политики. А вот вы говорите о силовиках, спецслужбистах. Кроме вот этих кланов, что еще мешает Мирзияеву либерализировать политическую жизнь в Узбекистане? Он явно боится потерять свою власть. Он не берет никакого риска, чтобы поставить на место этих кланов, этих мафиозных групп, этих коррупционеров. Он боится, открыто боится. Это чувствую, что и по разговору, хотя он кричит на хакимов, на таких среднего звена, на руководителей, но не трогает основных фигур, которые имеют действительно влияние на него. Он не должен бояться. И это не должно быть причиной того, что он не реформирует политическую власть в Узбекистане. В одном из своих интервью, это было в начале этого года, вы сказали, что оппозиция готовится к парламентским выборам. Однако недавно вы сказали, что ни один представитель оппозиции не смог зарегистрироваться в ЦИК. Это можно назвать провалом? Да, мы надеялись, что все-таки Мирзияев, чтобы улучшить свой имидж, хотя бы примет там, если не оппозиционную партию, хотя бы таких свободно мыслящих представителей инакомыслия в Узбекистане. Но он не нашел в себе смелость, такую отвагу. Он даже не изменил эти партии, которые созданы были Каримовым. То есть старые партии, которые еще создавал Каримов. Он этими партиями входит в выборы. Это, конечно, позор просто для нашего правительства, для Узбекистана. Помимо оппозиционной деятельности, вы еще и известный поэт в Узбекистане. Некоторые ваши поклонники утверждают, что за последние 10 лет вы сильно отошли от творчества. Правда ли это и с чем это связано? Нет, я не думаю, что я отошел от литературы. Я пишу свои стихи все еще, хотя мне уже скоро 70 лет. Я пишу о родине, о всех этих невзгод, которые я пережил. Но жалобы нет. Я смотрю на жизнь очень философски и благодарю судьбе, что мне Аллах дал такую судьбу, такую честь бороться за свободу моего народа. Это большая честь. А все эти невзгоды, и ссылки, и изгнания, это все для меня было школой большой. И я благодарен Богу, что Он меня так испытывает. Иншаллах, я выдержу этот экзамен. Господин Салих, я благодарю вас за это интервью. Я желаю вам всего наилучшего. Всего вам доброго. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Картошку мешать. Да иди мешай. Надо что-то думать, что. Хватит, а? Мне хорошо яйца, мам. Водителем быть. Такая жизнь, мам. Не хочу попадать. Что жизнь тебе? Что не нравится жизнь? Много лазал по заброшкам, по гаражам. Мы строили дом на дереве из досок, которые непонятно полквартиры внесли. Я подожгла общагу, в которой мы жили.